На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Дата праздничная, повод радостный. Как и за что сегодня в Кремле наградили спортсменов, увидел Дмитрий Аренин. Они поднимают целые города. Дышу я этой стройплощадкой, жизнью на стройке. В республике отмечают День строителя. С теми, кто стоит за этим непростым делом, пообщалась Зарина Ахметова. В Казани фестиваль самозанятых. Упираемся на колени, голова здесь, руки кладем сюда и расслабляемся. Что предлагают начинающие предприниматели? Узнал и даже попробовал. Салават Мухаммадулян. Назад в прошлое. И какой-то опыт предков, может быть, перенять, запомнить. Как сегодня все гости Великого Болгара оказались в Средневековье, увидел Сергей Хайдаров. Каменщики, архитекторы, разнорабочие инженеры. Уже завтра строители отметят свой профессиональный праздник. Ни для кого не секрет, что их работа непростая, зачастую и опасная. И хотя памятники им не ставят, они сами возводят на века здания, заводы и целые города. В Татарстане в этой отрасли трудится 90 тысяч человек. В прошлом году объем строительно-монтажных работ составил порядка 350 миллиардов рублей. По вводу жилья наша республика 4-я в стране и 1-я в ПФО. О достижениях татарстанских мастеров Зарина Ахметова. По видам работ остаются гипсокартонные потолки, шпаклевание, окраска. У строителей самая горячая пора. Скоро начало учебного года и конец сезона. Все объекты должны вовремя сдать. Для Рафаэля Набиуллина это самый приятный пункт в работе. Признается, именно поэтому 25 лет назад выбрал такую профессию. Дышу я этой стройплощадкой, жизнью на стройке. Когда осуществляешь, строишь здания, дома. Кирпич за кирпичиком татарстанские строители поднимают планку престижа профессии. Сотнями строят соцобъекты, тысячами жилые дома. Сегодня строительство в республике ведется масштабными темпами. Только в прошлом году было введено 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. А уже в этом году по этому показателю Татарстан занял первое место по Приволжскому округу с объемом 1 миллион 427 тысяч квадратных метров. Кроме того, к концу 2019-го планируется сдать 29 новых детских садов, а к концу 2021-го – 49. И сегодня строят 16 школ. 5 из них планируется открыть уже к 1 сентября. Это все по нацпроектам. Их исполнение зависит именно от республиканских застройщиков. Вовремя заявиться, достойно защитить и сдать в срок. Каждый из нас в той или иной степени строитель. Это очень непростая профессия. Если стройки нет, вот нацпроекта, да, вот мы говорим нацпроект. Түземесең, бір нацпроектындан негізі жоқ. Поэтому аплодисменты вот. Опыт республики в области строительства востребован и за ее пределами. Это и создание комфортной городской среды, и спорт-объекты, и социальная инфраструктура. Очень важная вещь для регионов, которые можно брать сегодня, это те школы, садики, которые Татарстан погрузил в типовые. Такое настоящее возможно только при сохранении опыта прошлых лет. О том, как поднимали города в советское время, ветеран Борис Кадников написал книгу. Это при нем строились КАМАЗ, гостиница «Татарстан», мост через Волгу, 15-я горбольница и здание НКЦ. Само здание олицетворяло торжество идей Ленина, развернутые красные знамена Советского Союза. И был привезен специально из Армении туф такого красно-бурого цвета. О том, как изменилась Казань за последние годы, можно судить по старым фотографиям. Вот так, например, выглядело строительство здания Института экономики и финансов в 30-е годы. А вот такой вид на строительство театра оперы и балета открывался бригаде каменщиков в 1951 году. Тогда они сами строили дом на бывшей улице Молотова. Сейчас это здание легко узнать по надписи «Миру мир». Чтобы высокими были не только здания, но и качество постройки. Большое внимание сегодня подготовке молодых профессионалов. Республика не берет их со стороны, а растит сама. Стандарты мировые. Впереди WorldSkills. На новое поколение строителей Татарстана возложена непростая задача – не подвести тех, кто закладывал фундамент профессии. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Профессиональный праздник в Москве. Прошло традиционное награждение лучших специалистов строительной отрасли из регионов страны. Торжественная церемония прошла в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Награды вручал отраслевой министр Владимир Якушев. Среди 8 награжденных и представительница Татарстана. К участию в таких праздниках в Минстрое России всегда приглашают специалистов нашей республики. Татарстан занимает лидирующие позиции по всем показателям развития отрасли. Самбель Гарифуллина специально приехала в Москву в эти дни, чтобы получить благодарность из рук главы ведомства. Общий стаж работы в отрасли у нее 18 лет. Я очень счастлива за то, что оценили так высоко мой труд. И, пользуясь случаем, я выражаю благодарность своему руководству и всех строителей поздравляю от всей души с таким очень нашим любимым праздником. 90% республиканских дворов уже имеют проекты по ремонту. Об этом сегодня на республиканском совещании сообщил министр строительства Татарстана Ирик Файзуллин. Среди основных работ программы «Наш двор», создание мест для парковки, строительство детских площадок и озеленение участка. Комфортной и доступной станет среда и для инвалидов. Под них в республике адаптируют 12 образовательных учреждений. 150 домов обеспечат жильем соципотечников. Всего в республике в эксплуатацию ввели 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Прошу и администрации, и заказчиков, и муниципальные органы обратить внимание на качество производимых работ на наших объектах. Готовим к обводу школы, садики. Огромное количество объектов вводится, идет капитальный ремонт этих объектов. Особенно к 1 сентября прошу пройти, отметить все необходимые замечания. Они делают шашлык, массаж и даже роботов. Сегодня в Казани фестиваль самозанятых. Свое дело представили больше 200 начинающих предпринимателей. Маркет, фудкорт, эко-базар. Фестиваль поделился сразу на 8 функциональных зон. Узнал, почему самозанятым быть выгоднее, Салават Мухаммадуллин. Дети в восторге, а взрослые в сторонке и не мешают. Ободки, заколки, украшения – это бизнес Ольги Ананич. Уже 5 лет удивляет аксессуарами для волос и дает мастер-классы. Самозанятой стала всего месяц назад. Поводов сразу несколько. Площадки появились для сбыта продукции, да? Есть площадки для показа мастер-класса. То есть появилась уверенность, что это будет востребовано, что я смогу это где-то показать, да? Не просто я буду дома сидеть, там что-то говорятся. Если у Ольги уже есть опыт, то Александр Царев пришел в бизнес только 2 недели назад. В планах доставка шашлыка на дом. Мы решили, почему бы не заняться готовкой еды, потому что я сам ничем не занимаюсь, люблю жарить шашлык у себя дома, поэтому... И таких начинающих и уже опытных самозанятых на фестивале больше 200. Мы делаем массаж шейно-воротниковой зоны, 15 минут, может, хотите попробовать? От некоторых предложений тяжело отказаться. Так, интервью я еще не брал. Занимаюсь массажем с доставкой в офис, выезжаю в офисы и повышаю эффективность сотрудников, продуктивность, работоспособность. На специальной площадке развернулись сразу 8 функциональных зон. Услуги и предложения для детей и взрослых. На фестивале можно и самому зарегистрироваться самозанятым. Для этого есть специальная зона консультации. Вот там смотрите, какой ажиотаж. Вам понадобится лишь паспорт и приложение «Мой налог». Так в 2 клика можно стать начинающим предпринимателем. У нас 2 дочки. Вот одна сейчас на мастер-классе. Она разрисовывает паровозик, а вторая дочка с нами пробует пастилу. Прошлись, попробовали, дегустацию сделали. Ребенку очень все понравилось. Визитку взяли? Визитка обязательно. И это тот случай, когда и продавец, и клиент остаются довольными. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Казанский отряд специального назначения «Барс» Росгвардии сегодня отметил 75-ю годовщину со дня образования родоначальницы подразделения войсковой части 74-74. Военнослужащие отряда неизменно обеспечивают порядок во время всех крупных международных спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сегодня специально для гостей они продемонстрировали свои навыки по обезвреживанию террористов. Здесь же можно было осмотреть и военную технику. По традиции в этот день возложили венки к монументу в память о спецназовцах, погибших при выполнении боевых задач. Миссия войск Национальной гвардии записана в законе о войсках Национальной гвардии. Защита прав и свобод человека и гражданина, защита основ конституционного строя Российской Федерации.
Физкульт, привет, Татарстан вместе со всей страной отмечает сегодня День физкультурника. В Казанском Кремле Рустам Минниханов наградил наших профессиональных спортсменов, победителей и призеров международных соревнований. Церемония стала своего рода итогом спортивного сезона. Он для Татарстана получился урожайным. На мировой арене в различных видах спорта атлеты республики завоевали более 300 медалей разного достоинства. Что за девушка сможет поднять Рустама Минниханова, узнал Дмитрий Аренин. Хотел бы поздравить всех нас с Днем физкультурника. В той или иной степени каждый из нас спортсмен, кто-то физкультурник, кто более профессионально. Сегодня тот случай, когда соревнования давно закончились, а награды продолжают находить своих героев. Атлеты республики еще раз доказали, что Татарстан – спортивный регион, а они на мировых пьедесталах завсегдатые, а не случайные гости. На международных соревнованиях республика имеет более 301 медаль, вот так написано, там есть разные категории. Поэтому каждая победа, спортсмены, команды – это победа республики. Это огромный труд спортсмена, огромный труд наставников, тренеров, четкая, слаженная работа всей команды республики. Ну и, конечно, огромная поддержка близких людей, родные, папа, мама, соседи, фанаты. Это тоже очень-очень важно. За старания, которые стали большими достижениями, Рустам Минниханов вручил спортсменам и тренерам государственные награды. Олекна Владимир Романович. Многолетний наставник волейбольного «Зенита» Владимир Олекна, выигравший в этом году с командой серебро Лиги чемпионов, награжден орденом дружбы. Благодарю за эту награду. Она, в принципе, принадлежит не только мне, всей команде «Зенит Казань». Огромное вам спасибо. Тоже серебро, но уже в команде сборной России по плаванию наш Александр Красных завоевал на чемпионате мира. Сегодня ему медаль за доблестный труд. Это была тяжелая гонка, и мы практически сделали все возможное. А это зеленодольская девушка Айгуль Сиддикова, и президент, если надо, поднимет. И уже трижды мировой чемпионат мира по пауэрлифтингу выиграла, причем с мировым рекордом. Откуда столько сил у вас? Это секрет. Коплю терпением, трудом. Нет, у меня здесь есть. У меня и здесь есть, и здесь есть. Так торжественно и непринужденно сегодня наградили 4 десятка спортсменов и тренеров. Главное пожелание от президента – не болеть, а болельщики всегда будут с ними. Дмитрий Аренин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. 80 лет спортивных побед. Сегодня по всей стране фитнес-зарядки, танцы, легкая атлетика, шахматы, силовой спорт. В Казани на протяжении всего дня работали десятки площадок. Центром здорового образа жизни стал парк имени Горького. Как в столице чествовали победителей спартакиады главных физкультурников, увидел Алмаз Гафиятов. Занятия на открытом воздухе. О таком мечтают, пожалуй, все спортсмены. В день физкультурника повезло и с погодой. Фехтовальщики, привыкшие тренироваться только в помещениях, впервые занимались на природе. От профессионального спорта к массовому, благодаря победам наших атлетов на различных турнирах российского и международного уровня, развивается тот самый физкультурный и массовый спорт. И здесь, в парке Горького, каждый желающий смог опробовать свои силы в различных видах спорта, начиная от компьютерного киберспорта, заканчивая силовыми видами. Некоторые дисциплины особо неизвестны широкой публике, к примеру, перетягивание палки или маст-рестлинг. На различных сабантуях еще можно увидеть этот вид, но в перспективе выйти на профессиональный уровень. Работают все мышцы, все. И дыхалка работает, и в особенности дает физическую нагрузку. А для этого, чтобы тут побеждать, нужно тренироваться круглый год. В то же время на главной арене трудовых резервов с утра до вечера проходила финальная часть футбольного турнира среди юношеских команд Казани. Мы стараемся, естественно, детей прививать и к нашим спортивным мероприятиям, и к этим праздникам, ко дню физкультурника. И очень приятно в столь такой знаменательный день сыграть на этом прекрасном стадионе.
Главное преимущество любительского и массового спорта – его доступность. Для занятий физкультуры не обязательно покупать абонементы в фитнес-залы. Достаточно выйти во дворы и парки, оснащенные различными тренажерами. Люди любого возраста, любого социального положения приходят в спорт, занимаются спортом. У нас огромное количество проектов, вы знаете, это и зеленый фитнес, это и специальные у нас проекты для людей старшего поколения, которые могут заниматься на наших спортивных объектах. И, конечно, те школы, которые мы... Ни одной школы мы еще не закрыли, мы там их реновируем, открываем. День физкультурника не ограничивается праздничным днем. Все площадки будут доступны для любителей активного образа жизни до зимнего периода. Алмаз Гафиятов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Ярко, энергично и по-спортивному в День физкультурника Банк Аверс отметил 29-й день рождения летними корпоративными играми. Кто проявил ловкость, быстроту и силу, об этом далее. 2, 3, пошла! Ловкость, координацию, скорость и даже интеллект показали сегодня сотрудники банка «Аверс». Так, в формате летних корпоративных игр банк отметил свой 29-й день рождения. На спортивном празднике участники поделились на команды и проходили нелегкие задания. Все на время. На станции «Ловкая» настоящие футбольные баталии и опасные моменты у ворот. Тут особенно важен командный дух. Всех взбодрила и танцевальная станция. Проведение спортивных мероприятий – это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития. Участники летних игр прошли все испытания, проявили отличную спортивную подготовку и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей и танцевальным флешмобом всех сотрудников банка «Аверс». Свежий воздух, гонки и борьба до самого конца. В эти дни в Казани продолжается первенство страны и всероссийские соревнования среди юниоров по гребле. Сегодня в программе полуфинальные заезды на 500 метров. Самых быстрых и сильных выявляют среди сотни молодых участников со всей страны. Об адреналине и настрое ребят подробнее Рамиль Галиуллин. Так, на свежем воздухе в акватории Среднего Кабана рассекают волны лучшие молодые гребцы России. Напряженная борьба с самого старта. Ведь здесь, как и в любом виде спорта, значение имеют даже доли секунды. 6 дней в неделю по 3 часа на воде. В таком ритме каноист Даниил Медведенко живет уже 6 лет. Греблей увлекся из-за любви к спорту. Круто, все равно здоровое тело иметь. Как и в любом виде спорта, то есть главное настрой, стремление, чего-то, цель иметь. Самые высокие цели ставит перед собой и Ксения Луканцева. Девушка представляет Москву и как добиваться победы знает не понаслышке. Она чемпион Москвы и России. Я хочу добиться максимального результата, наверное. Я очень люблю и путешествовать, и заводить новые знакомства. Да и все, и победы люблю. На Казанской воде сегодня соревнуются представители ведущих гребных центров России. От Санкт-Петербурга до Хабаровска. Более 300 участников из 33 регионов страны приехали определять сильнейших. Байдарки и каноэ – вот главное средство достижения цели у участников. Одновременно на старт выходят 9 спортсменов. Они соревнуются в дистанциях на 200, 500, 1000 и 5000 метров. Уровень ребят довольно-таки высокий. Это, считайте, наша смена. Можно сказать так, второй, третий эшелон сборной России. Выступления продлятся до понедельника. По итогам гонок будет сформирована молодежная сборная страны. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Не только плыли, но и ловили. В Татарстане сегодня еще одни соревнования. Тотальный спиннинг. 3 страны, 14 регионов России. Кто поймал самую большую рыбу и какие рекорды побиты, читайте в интернет-газете «Реальное время». Средневековье в Болгарии или назад в прошлое. Сегодня в Татарстане стартовал фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Ульяновск, Уфа, Москва, Челябинск. Он собрал сотни любителей исторических реконструкций, тысячи зрителей из Татарстана и многих других уголков России. Зачем и кому это нужно в наши дни, узнал Сергей Хайдаров. Оказавшись сегодня в Великом Болгаре, попадаешь в самое настоящее средневековье, потому что вот такая вот примерно картина здесь сейчас. Здесь стартовал фестиваль «Великий Болгари». Прямо сейчас вот в этом ресталище самая настоящая битва средневековая. Огромное количество зрителей болеют за участниц. Да, это участницы, кстати, в доспехах именно девушки. И несмотря на это, бой выглядит очень ожесточенно. Меня
Меня вдохновляет вся эта атмосфера. Люблю вот средневековье. Люблю, как это все выглядит. Мне нравится именно вот этот быт. И доспехи, так, хобби. Мы занимаемся историческим средневековым боем. Вот у нас юноши занимаются непосредственно боями. Мы занимаемся реконструкцией быта, костюма и обычаев средневековой Европы 13-14 век. Как видите, сюда сегодня на фестиваль «Великий Булгар» приехали несколько тысяч людей. Причем это не просто татарстанцы, это и гости из многих и многих уголков нашей страны. Здесь они могут не только увидеть бои, но и познакомиться со средневековой культурой и даже оружием того времени. Фестиваль очень интересный в историческом смысле и в плане культурном. Вот, собрались, приехали всей семьей, уже не первый раз приезжаем, очень нравится. Нравится очень. А почему нравится? Потому что они красивые такие, вот, не как современные. А ты бои уже видела? Да. Скажи, страшные бои? Там пока еще никого не убивали, так что не очень. Здесь очень здорово, весело, атмосферно. И мне жаль, что я всего лишь второй год и не начала увлекаться этим раньше. Найти все самое необходимое можно здесь, на ярмарке ремесел Средневековья. Вот, к примеру, мастер-класс от кузнеца. Есть очень много чего интересного. И даже внезапно начавшийся дождик не смог испортить настроение всем пришедшим сюда гостям. Как видите, многие из них запаслись зонтами и дождевиками. Ну, а прямо перед вами, кстати, самый настоящий средневековый кукольный театр. Давайте за ним тоже немножко понаблюдаем. Как видите, людей очень много, и они будут продолжать праздновать, продолжать проводить этот фестиваль, ведь он продолжится еще до завтрашнего дня. Так что фестиваль «Великий Булгар» продолжается и ждет всех гостей еще и завтра. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Булгар. Оркестры гремят басами, трубачи выдувают медь. В Казани завершается самый насыщенный день международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». Целый день военные, джазовые оркестры России и других государств играли живую духовую музыку в самых разных уголках Казани. А сейчас они собрались у стен Кремля, чтобы вновь исполнить свои лучшие вещи. В эти минуты там находится наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, добрый вечер. Расскажи, как Казань принимает музыкантов. Да, добрый вечер, Алексей. Публика принимает музыкантов на ура, настроение праздничное. Как ты уже успел правильно заметить, сегодня живая духовая музыка звучала на протяжении целого дня в самых разных уголках города. Начнем с того, что оркестрами встречали прилетающих и вылетающих в Казанском аэропорту. В них играли музыканты из Челябинска, Татарстана. Специально, а после все действие переместилось в парке нашего города и на территории Казанского Кремля, конечно же. Специально для телезрителей мы подготовили краткую выжимку из того, что было сегодня. Предлагаю посмотреть ее вместе. Люди любят ударные, люди любят музыку, люди любят красивых девушек. Задача музыканта же, чтобы создать настроение. Всегда бы так провожали и встречали. Только положительной энергетики от зрителей, той же отдачи, которую мы даем им и ждем этого взамен. Это очень хорошая традиция в городе такие фестивали проводить. Да, как мы услышали, Казань очень тепло встречает этот фестиваль, поэтому неудивительно, что многие пришли и сегодня на вечерний концерт. Сейчас на сцене губернский оркестр из Перми. Предлагаю посмотреть, как они исполняют живую духовую музыку. И стоит отметить, что это очень слаженная работа, потому что все инструменты играют в разном диапазоне. Если, например, кларнет или флейта сыграет не ту ноту, то фальшь будет слышна сразу. Но только, конечно, не в этот раз, потому что на этот фестиваль все приезжают подготовленными. Но мы продолжаем наслаждаться вторым днем фестиваля. И, Леш, тебе слово. Спасибо, Рамиль. А мы продолжим и к другим новостям. Завтра мусульмане всего мира будут отмечать Курбан-Байрам. В мечетях республики проповеди начнутся в 4 часа утра, следом праздничный намаз. Потом мусульмане отправятся, чтобы исполнить обряд жертвоприношения. Только в Казани для этого подготовили 16 мест. Уже завезены жертвенные животные. В 2 часа дня в Казани, в парке Горького, всех ждут на Курбан-фест. Здесь ждут всех вне зависимости от вероисповедания. Концерты, мастер-классы для детей
детей, игры и забавы. Прямая трансляция праздничной проповеди и намаза начнется на нашем телеканале в 3 часа 55 минут. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно и сыро, 16-17 градусов. На северо-востоке Татарстана аналогично, днем до плюс 16. На севере Татарстана пройдут дожди, плюс 18. На северо-западе республики будет прохладно и сыро, плюс 15. На юго-западе Татарстана повсеместно ожидаются осадки, 15-17 градусов выше 0. В центре Татарстана также дожди и плюс 16. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать руки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Брионикс на Гафури 46. Спонсор выпуска – Аквапарк Брионикс на Гафури 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене. В Казани будет облачно, пройдут дожди. Днем 15-17 градусов выше 0. Ветер порывистый. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.